Антилопа Гну пытается сбежать от гепарда, самого быстрого бегуна на планете. Шансов скрыться нет, но внезапно копытная разворачивается и переходит к контратаке. Антилопа поняла, что гепард один. Теперь уже хищнику приходится убегать, спасая свою жизнь. А мы покажем и другие эпичные случаи, когда копытные показали свою силу. Крокодил атаковал зебру во время переправы через реку, но хищная рептилия не ожидала настолько отчаянного отпора. Как только челюсти рептилии сомкнулись на ноге травоядного, копытное животное сразу начало бешено лягаться. Конечно, зебра испугалась, но она сумела эффективно использовать этот страх, который не парализовал, а придал сил для отчаянного сопротивления. Превозмогая боль от укуса, зебра несколько раз врезала крокодилу по башке, а затем развернулась и принялась кусать рептилию в ответ. Такого хода хищник не ожидал. Хотя крокодила защищает мощная чешуя, укус плоскими крупными зубами зебры сильный и болезненный. Серьезного урона крокодилу укус травоядного нанести не может, но хватка хищника под прессингом копытного слабеет. Второй крокодил пытается атаковать зебру сбоку. Это не командная работа. Просто еще один хищник увидел возможность для обеда. Но зебра в последний момент вырывается из пасти первого крокодила и спасается из реки, уходя от атаки обоих чешуйчатых чудовищ. Львица устроила засаду на стадо антилоп Гну. Обычно эти хищные кошки действуют группами, но эта особь пока еще одна. Впрочем, если удастся использовать эффект неожиданности и завалить антилопу, то даже двукратное превосходство копытного в весе и силе не поможет спастись от клыков охотника. И в начале охоты все идет для львицы отлично. Она действительно сумела подобраться к стаду незаметно и готовится к развитию атаки. Хищница скрывается в густых и высоких зарослях, чтобы в решающий момент нанести удар. Антилопы Гну не склонны к взаимопомощи. Когда стадо паникует и все копытные разбегутся, львица сумеет поймать одного из Гну и снести его сокрушительным ударом. Вот львица сумела уже не только подкрасться незаметно, но и сократить дистанцию за считанные секунды. Вот только львица ошиблась с выбором противника. Если бы она атаковала другую антилопу, ее план мог бы увенчаться успехом, но кошка напала на слишком крутого соперника. И дело не в габаритах, а в характере. Это была не пугливая молодая антилопа, а матерый боец, который преодолел тысячи километров во время прошлогодней миграции. Он уже сталкивался с львицами и пережил самые опасные битвы, поэтому внезапная атака охотниц не произвела на антилопу почти никакого впечатления. Появление львицы не напугало, а разозлило антилопу. Такого поворота событий кошка не ожидала. Антилопа не повернулась спиной, а вместо этого тут же пошла в яростную атаку. Пытаясь протаранить противника и нанести сокрушительный удар рогами, антилопа использовала разгон с места. Учитывая это, у львицы не было ни шанса устоять, ведь габариты в таком прямом противостоянии играют решающую роль. Шокированной львице приходится убегать, как испуганному котенку. Ее рефлексы не подвели. Она успевает броситься в кусты и спастись, но такая бешеная контратака антилопы отбивает аппетит хищницы. Копытное животное не только дало отпор врагу, но и предупредило остальных членов стада, лишив львицу малейшего шанса на успешную повторную атаку на другое животное поблизости. Зебры в случае опасности стараются отступить и скрыться от источника угрозы. Но эта зебра оказалась удивительно смелым и упрямым бойцом, особенно когда убегать было просто некуда. Когда она переходила через довольно глубокий водоем, то попала в ловушку. Ее окружило сразу 5 матерых и крупных крокодилов. Ситуация выглядела безвыходной. Один из хищников уже укусил ее заднюю ногу и потянул на себя, а остальные окружили.
Крокодилы не являются стайными хищниками, но они лояльны друг к другу, поэтому нападают одновременно с разных сторон, уменьшая шансы жертвы на спасение. Но зебра отчаянно вырывается, поднимая волны воды и облака водяной пыли. Она преодолевает боль и освобождается из захвата. Крокодил обладает невероятно сильным укусом. Его огромные челюсти играют роль тисков, удерживая цель, тогда как для добивания хищник использует другие приемы. Он просто топит жертву или наносит ей фатальные раны. Зебра это понимала. И чтобы не уйти под воду, ей осталось лишь вырваться, пусть даже и ценой очень болезненного ранения. Рептилия, вероятно, была в шоке от такого сопротивления. К счастью, копытное животное оказалось не только смелым, но и везучим. Повреждение выглядит пугающим, но рана не опасна. Все крупные кровеносные сосуды остались целыми, как и важные для движения связки. Более того, зебра даже продолжает лягаться и отбиваться поврежденной конечностью. Однако крокодилы не сдаются. Они продолжают сжимать кольцо, и один из них атакует жертву прямо в голову. Если удастся схватить ее за морду, то можно будет сразу топить противника. Но зебра действует эффективно и вовремя перехватывает инициативу, когда после серии ударов копытных ног внезапно сама кусает противника. Зубы зебры захватывают верхнюю челюсть крокодила. Зебра мощным движением поворачивает голову на гибкой шее, продолжая держать голову врага в захвате. И знаешь что? Сработало. Из такого неудобного положения рептилия уже не может продолжать нападать. Получается, что этот крокодил прикрывает собой копытное животное от остальных хищников, как барьер. Конечно, другие крокодилы пытаются броситься на зебру с другой стороны, но копытное динамично уворачивается, избегая их зубов. Сложно сказать, сумел бы этот отважный зверь и дальше так эффективно сопротивляться врагам, но крокодилам не повезло. На шум схватки явились огромные недовольные гиппопотамы. Они не собираются спасать зебру и могут атаковать и хищников, и копытное, если великана разозлит шум и суета. Но умное травоядное животное ведет себя осторожно, а рептилиям приходится уменьшить напор, чтобы не спровоцировать атаку гигантов. Особо нахальный хищник решился на последний удар и поплыл ей навстречу за несколько секунд до спасения. Но зебра и в этот раз смогла вырваться. Она сумела спастись, выбраться на берег и сбежать. Конечно, следующие недели будут непростыми, но такая рана вполне может полностью зажить, и тогда зебра восстановится. Ее смелость, удачливость и умение с умом использовать любой шанс для спасения заслуживают твой лайк, не так ли? Для гепарда антилопа Тапи является сложным противником, ведь копытная более чем вдвое крупнее и сильнее хищников. Но на этот раз охотников двое, а рядом со взрослой антилопой ее детеныш. Именно он является целью невероятно быстрых и голодных гепардов, которые атакуют травоядных с двух сторон одновременно. Гепарды хоть и считаются одиночками, как и большинство других кошачьих, все чаще в последние годы демонстрируют пример отличной кооперации и командной работы. Здесь они тоже проявили это качество. Один хищник отвлекает взрослую антилопу, заставив ее сделать несколько шагов от потомства. В это время второй наносит удар и сбивает малыша с ног. Вот только хищники недооценили скорость реакции копытного. Разъяренная антилопа молниеносно реагирует и атакует врага. Она возвращается и отгоняет гепарда. В последний момент копытное животное спасает детеныша, которого завалили, но не успели ни задушить, ни даже ранить. Гепарды пытаются повторить маневр и перегруппировываются, но антилопа разгоняется и заставляет отступить обоих хищников. Детеныш вскакивает на ноги. Теперь оба кота находятся с одной стороны относительно антилопы, чем копытное животное и пользуется, навязывая бой уже на своих условиях. Она сумела защитить потомство, разогнать гепардов и уцелеть самой.
Здесь львица даже в одиночку, без помощи сородичей, сумела догнать антилопу Гну и уже почти одолеть ее. Ловкая и крупная хищная кошка наваливается на противника и уже сжимает его горло. Антилопа Гну лежит на боку. И это самый неудачный вариант развития событий для копытного животного. Оно превосходит габаритами и массой львицу, а значит и сильнее ее. Но в таком положении у антилопы нет возможности для контрудара. Однако антилопа не собирается сдаваться. Она прикладывает невероятные усилия, чтобы вскочить на ноги даже с разъяренной львицей на собственной шее. Хищная кошка старается подавить сопротивление противника. Она впивается в тело врага когтистыми лапами, работает мощными челюстями и использует всю свою мощь. Тем не менее, этого оказывается недостаточно, чтобы одолеть столь упрямое копытное животное. Согласись, эта антилопа проявляет завидное упорство и волю к жизни, и ее усилия дают впечатляющий результат. Антилопа поднимает львицу и бьет хищницу о ближайшее дерево, буквально вминая кошку в преграду. Львице стоит отдать должное. Она не отпускает жертву и продолжает хватать антилопу, но после столь сокрушительного удара она уже не может эффективно держать хватку на шее жертвы. Правда, львица все еще впивается в тело копытного когтями. Антилопа понимает, что нужно идти до конца и таранить врага, оказавшись сверху. Кошка почти в нокауте и из последних сил цепляется за тело копытного, уже скорее рефлекторно. Антилопа пользуется этим, наносит мощный удар по врагу, впивается и убегает, окончательно избавившись от столь навязчивого противника. Группа крупных оленей организовала настоящую командную оборону от стаи волков. Эта впечатляющая сцена противостояния копытных и хищников выглядит кинематографично за счет сочетания напряженности драки и красоты пейзажа. На крутом склоне холма было очень много снега, но это только на экране сцена выглядит красиво. Глубокий снег очень сковывает движение и уменьшает видимость, поэтому как хищникам, так и травоядным сейчас непросто. Волки напирают. Хищники с самого начала действовали решительно и слаженно, используя давно отработанную и отточенную на практике тактику. Их план заключался в быстром нападении, запугивании жертвы и отделении одной особи от остальной группы. Тогда удастся загнать оленя в результате длительной погони и нанести фатальный удар, когда травоядный зверь лишится последних сил. Это типичный план волков, которые полагаются на выносливость и выдержку в большинстве случаев. Более того, чаще всего конкретная цель известна заранее, ведь перед нападением стая преследует жертв и выбирает одну цель. Это, как правило, наименее сильное животное, например, раненое, старое или больное. Но, конечно, волки будут рады победе и над намного более крупным оленем в расцвете сил. Кроме того, они могут импровизировать, отличаясь развитым интеллектом и навыками поддержки. В общем, у оленей неприятности. Вот только умные и храбрые копытные не проявляли ни тени страха. Вместо того, чтобы разбежаться, копытные показали врагам, что они тоже способны эффективно действовать в группе. Олени стали спина к спине и плечом к плечу, чтобы вовремя реагировать на атаку с любой стороны. Заняв оборонительное положение, копытные поступили правильно. Большая высота позволяет им заметить бросок волка. Кроме того, хищники тратят много сил на бег по снегу. Копытные намного крупнее своих противников и за счет этого сильнее. Один из оленей смог использовать это преимущество, отражая нападение волков, а затем переходя к стремительной и отчаянной ответной атаке. Олень пошел на таран, разгоняя врагов. Волки вернулись и попытались схватить это смелое животное, но олень не потерял выдержку и не увлекся, а вовремя вернулся к своим. Волки поняли, что имеют дело с опасными противниками, и начали медленное наступление по широкой дуге. Они атаковали стеной, заставляя оленей отступать. Это психологический трюк. Олени могут нанести страшные раны своими ветвистыми рогами, поэтому хищники рассчитывают на отступление, ошарашенных таким давлением копытных. Более того, это ловушка. Сверху по холму спускались еще несколько волков, которые должны завершить окружение и атаковать с преимуществом высоты.
Однако олени заметили ловушку и прорвались на свободу, показывая храбрость и мастерство. Обе группы животных постоянно маневрируют, угадывают движения противника, перехватывают инициативу и прессингуют врага. Олени неожиданно храбрые, как для травоядных, и хищникам не удалось с налета нарушить строй копытных. Кроме того, олени также опасны ударами ног и таранной атакой. Волкам приходится осторожнее рассчитывать дистанцию, ведь вовремя отскочить от удара оленя среди столь глубокого снега сложнее, чем на поросшей травой поляне. Один из самцов оленей решил отделиться от основной группы, на него напали, но еще один олень пришел на помощь сородичу. Эти умные травоядные показали впечатляющий уровень владения всем своим арсеналом, выстояв в нелегком бою и оставив одних из самых эффективных хищников планеты голодными. Дикие кабаны являются довольно специфическими копытными животными. Но они далеко не такие крупные, как большинство оленей или, к примеру, быков. Но скромные размеры не мешают кабанам поражать своей храбростью. Возможно, причина такого поведения в меню, ведь эти животные не являются, в отличие от большинства других копытных, убежденными вегетарианцами. Кабан не против разорить птичье гнездо на земле, перекусить ящерицей или даже поймать маленького грызуна себе на обед. Так что, когда этот леопард решил атаковать семейство диких свиней, то он совершил большую ошибку. Ведь кошка имела дело не с обычными пугливыми травоядными, а с разъяренными зверями, с повадками хищника. Когда скрываться уже было негде, он пошел в стремительную лобовую атаку. Выглядит эффектно, но посмотри на реакцию копытных. Кабан, на которого бежит леопард, действительно застыл в шоке. Но вот второй сикач пошел на перерез хищнику. Он успел снести леопарда в последний момент, защитив сородича и нанеся кошке сокрушительный удар. Тот кабан, на которого напал леопард, тоже вышел из оцепенения и присоединился к драке. А затем и третий сикач атаковал кошку. И вот леопард уже в панике убегает от трех разъяренных и невероятно сильных копытных. Хищника сумели догнать и мощным ударом сбить на землю. Леопард вскочил и подпрыгнул высоко вверх. Только это и спасло его от клыков кабана, который собирался нанести мощный удар по животу кота. Леопард приземлился и продолжил бегство. Теперь уже его отпустили, но этот урок хищник запомнит надолго. Леопард бросился на бородавочника из засады и вцепился копытному животному точно в глотку. Леопарды предпочитают атаковать быстро и максимально мощно, вкладывая все усилия в короткую атаку. Дело в том, что, как и большинство кошачьих, уровень выносливости этого пятнистого хищника не такой уж и высокий. И хотя бородавочник не сумел избежать удара и оказался в захвате челюстей врага, сдаваться копытный зверь тоже не собирался. Бородавочник боролся, вкладывая в каждое движение максимум усилий. Это противостояние не выглядит динамичным, но ставкой для копытного является его выживание. И упрямый, мощный и невероятно выносливый сикач, даже чувствуя нехватку кислорода, умудрился перенести битву на удобное именно для него поле. Дело в том, что бородавочники живут в норах, которые вырывают с помощью своих клыкастых морд. Оказавшись прямо у входа в логово, кабан сумел навалиться на леопарда сверху. Хищник уже устал, выдохся, и продолжать битву из такого положения ему было очень неудобно. Леопард выпустил жертву, и бородавочник скрылся в своей норе. Кошка могла бы попытаться атаковать врага там, но лишь уставилась на вход в логово врага. Леопард не хочет получить удар клыков сикача и вынужден отступить. Пума атаковала из засады гуанака и впилась в него когтистыми лапами. Копытное животное сразу принялось отбиваться. Гуанака начала скакать и отбиваться, но пума вскарабкалась по телу жертвы, пытаясь добраться до его горла. Вот только в ключевой момент, когда клыки пумы уже должны были сомкнуться на трахее копытного, гуанака резко и мощно дернула головой вниз. Этот прием спас травоядному зверю жизнь. Гуанака практически бросила пуму через шею на землю, а затем сбежал.
Пума вскочила, но было поздно. Кошке пришлось прекратить безнадежную погоню, ведь Гуанако уже разорвал дистанцию. Эта гиена, видимо, ранее не сталкивалась с ослами, и потому атаковала копытная довольно нагло. Гиена пошла в лобовую атаку, полагаясь на свои впечатляющие челюсти. Обычно у этого хищника проблемы с тем, чтобы догнать жертву, ведь скорость бега и координация движений гиены не так хороши, как у диких пятнистых собак или пантеры, но на самом деле гиене вообще не стоило бы подходить к ослу. Вовсе не скорость бега копытного является проблемой для хищника, а его зубы. Ослы являются травоядными копытными животными, вот только в естественных условиях они обычно обитают в зонах с довольно суровым засушливым климатом. Поэтому питаются колючими и очень жесткими растениями. Как следствие, челюсти осла обладают невероятной силой. Зубы у них не острые, но от этого гиене лишь хуже. Почему? Да потому что укус осла — это промышленные тиски. И когда гиена попадает в хватку челюстей копытного, но то лишь начинает понимать, с кем связалась. Осел не только молниеносно перехватывает удар и кусает гиену, но и начинает ее мотать из стороны в сторону, дергать и выводить из равновесия. А уж выносливость и упрямство у этого травоядного животного в избытке. В борьбе с достаточно серьезным хищником копытное доминирует сразу и однозначно. Осел не мучает противника, а преподает ему важный урок. Без клыков копытное действительно не может ранить гиену, поэтому пытается иначе показать хищнику, что связываться с ослом — это всегда большая ошибка. Обрати внимание на то, как осел дергает головой. Он не вкладывает в рывки очень много сил, и потому довольно крупный хищник совершенно беспомощен и не может ни освободиться, ни даже стоять на одном месте. Гиена стала игрушкой в челюстях врага. Лапы гиены беспомощно висят, неспособные предоставить какое-либо сопротивление. Зубы у осла не острые, а крупные и плоские. Гиены знамениты высоким болевым порогом и выносливостью, но осел так долго дергал врага, что даже на опытного хищника это произвело впечатление. Осел понимает, что гиену придется отпустить. И тогда хищник должен не повторить атаку, а сбежать. Что ж, похоже, именно такой финал и будет у этого противостояния. Эта гиена не только не будет продолжать попыток напасть на данного осла, но и вообще будет в панике убегать от представителей этого вида копытных при первом их появлении на горизонте. Какой случай, где копытные дали отпор врагам, больше всего тебя впечатлил? Ответь в комментариях и подпишись на наш канал, чтобы мы виделись чаще.